Дорогие зрители, благодарим вас за просмотр. Не забудьте поставить лайк, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Уважаемые братья, мы продолжаем рассказывать про тех людей, вредоносных, самых и самых для пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Конечно, мы все знаем, это все произошло в селении Мекке, когда все друг друга знали. Это тяжело, когда все знают друг друга и все нападают одновременно на одного человека. Тем более этот человек, когда чистый и верный, со всеми хорошими нравами. Один из них Аль-Валид бин Мугира, сын Мугирата Валид. Если у вас есть намерение дальше слушать все уроки, постарайтесь вспоминать эти имена, потому что в дальнейшем, чтобы истории, когда рассказываем, они нужны будут. Валид – это дядя Абу Джахля. Мы рассказали Абу Джахль, какой человек был. Аль-Валид, он был мин уляма и Курайш, из самых великих господинов среди курайшитов. И по годам он был постарше, и он жил очень богатым жил. Этот человек, когда послушал Коран от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, он сказал своему народу, своему кауму особенно, Бани Махзум: «Валлахи, клялся он, лакад самиату мин Мухаммадин, я услышал от Мухаммада анифан только что, каламан речь, махуа мин каламил инс, это речь, не речь человека, говорит. Валя мин каламил джинни, это речь, не речь джинов, говорит». Вот смотрите, все понимает. Вот мы, как говорим, шайтан, иблис. Хотя человек все знает, иногда не следует за истиной. Вот он, этот Валид, был похож чисто на иблиса. Он сам говорит, призывает своего народа. Это речь, не речь человека, не речь джина. Ва инна лаху лахалава. Поистине в этих словах есть сладость, говорит. Ва инна алейхи латалава. В этом речи есть плавность, говорит. Ва инна алаху ламусмир. Вы увидите, говорит, эти слова будет плоды, говорит. И снизу она, говорит, очень источник, у него вода тоже много, говорит. Имеется в виду, понимаете, что вот он имел в виду? Ва иннаху я'лу ва ма ю'ла. Поистине эта религия возвещается, говорит, и над ним ничто не возвысится, говорит. Факалат Курайш, тогда курайшиты сказали: сабаа валлахи Валид. Валид первоступником стал, сказали. Латасбаанна Курайш, если Валид следует за Мухаммадом, весь курайшиты пойдут за ним, говорит. Факаля Абу Джахль, тогда Абу Джахль сказал: ана акфи кумуху, вы не беспокойтесь, я со своей дядей сам разберусь. Фатаваджаха вакаада илейхи хазинан, он направился к своей дяде и сел перед ним очень печально. Вакалламаху бима ахма, и поговорил с дядей такими словами, что его разгневал. Там говорится в других версиях, что он говорит об Валиду: ты вот пошел Мухаммаду вот тарелку, чтобы покушать у него что-то вот, или Абу Бакр ходишь, мы тебя кормили бы. Такие словами обратился, и тогда Валид гневался. Вы же знаете, как я хорошо живу. Не за еды я пошел туда, за чего-то. И разгневался, и вначале это все. Встал и пришел остальному народу и сказал: «Тазамуна анна Мухаммадан маджнун». Вы утверждаете, что Мухаммад умалишенный человек? «Фахаль раайтумуху юхаввасу». Вы хоть раз видели, что он с ума сходит, говорит. «Ватакулуна», и вы говорите, что он колдун, гадалщик. «Фахаль раайтумуху ятакахан». Хоть вы раз увидели, говорит, что он гадал кому-то что-то. «Ватазамуна», вы утверждаете, что он поэт. Вы хоть раз видели, говорит, что он рассказывал стихи какие-то, говорит. Вот пророк, алейхиссалату вассалам, хоть арабы говорили стихи,
пророк, алейхиссалату вассалам, до пророчества не говорил стихи, чтобы люди не подумали, что он что-то от стихов берет. «Ватазамуна», вы утверждаете, что он врун. «Фахаль джаррабтум алейхи шай'ан миналь казиби». Хоть раз в жизни вы испытали в нем ложь. И тогда они в ответ курайшиты сказали: «Аллахумма ла». Нет, нет, конечно, это все мы не видели. Тогда они между собой начали подумать тогда. Надо что-нибудь сказать, вот проходит караваны, люди там проходят. Вот подумали, сказали, вот сам Валид сказал, тогда сахир скажем, вот колдун скажем. Вот самый подходящий вещь для него колдун, сахир. Амара айтуму, вы же видите, говорит, что он между мужчиной и семьей, детьми и рабынями разделяет. На самом деле пророк, алейхиссалату вассалам, не разделял. Тогда их мусульманам становились, не давали им исповедать свою религию, вот тогда они, пришлось им вот так уходить. Хартаджан Нади, все, которые там сидят, обрадовались. Вот нашли, что сказать им. Сахир, вот он разделяет, вот сахир. Вот эти аяты было неспослано про этого Валида. Аллахи очень много аятов, потому что этот человек, Аллах ему дал жизни, авторитет, богатство, детей, все было этого человека. Аллах судный день скажет: «Зарни ва ман халакту вахида, ва джа'алту лаху малам мамдуда, ва банина шухуда, ва махатту лаху тамхида, сумма ятмау ан азид». Аллах рассказывает здесь: оставьте его один будет судный день перед Аллахом. Я ему дал, говорит, много имущества, и дал сыновей, и дал ему хорошую жизнь. Он еще хотел, говорит, «Калла иннаху кана ли ая», а сам, говорит, мои аяты, понимая, зная, твердо отказывался. «Саурхикуху сауда». Я вот его, он войдет, мучительные, сильнейшие наказания увидит. «Иннаху факкара ва каддар». Аллах про него говорит, он подумал, и потом такой глупое решение принял. «Факутиля кайфа каддар». Ну, здесь дается ему вот за его решение, конечно, он получил проклятие, как шайтан до судного дня получил проклятие от Аллаха. Это аят уже неспослано, уже про него все. «Сумма кутиля кайфа каддар». Аллах опять повторяет, ему очень будет большое проклятие за его решение. «Сумма назара». Он подумал, хорошо, когда его звали даже мусульмане потом: «Эй, Абу Вали, ты же знаешь, что это истина». Он так грубо смотрел на них и отвернулся от гордости. И сказал: «Это сихр, это слово человека. Сауслихи сакар», он войдет сакар ад за эти слова. Анзаля, также про него было неспослано аят: «Вала тути'а кулла халлафин махин». Ты не подчиняйся никогда тому человеку, которому много клятву дает. Это про него было. Чтобы люди ему верили, чтобы не последовали за пророка. Махин, он униженный, говорит. Вот этого аята мы должны понимать, говорит, тот человек, которому много клятву дает, мы должны от него опасаться. И в жизни, в наше время, и тогда. Хаммазим машаим бинамим. Хаммаз, который аиб делает, всегда кому-то вот насмехается, находит какие-то аиб, делает причины. Вот такими людьми не собирайтесь и не садитесь. Аллах, это аят навсегда же не спослан, не только на них. Аллах говорит, вот таким людям не подчиняйтесь. Машаим бинамим, который сплетничает. Вот эти сифаты, если у тебя у друга есть, отделяйся от них. Манна'ил лил хайри, му'тадин асим. Манна'ил лил хайри, сам не делает хорошее, еще другим запрещает делать. Му'тадин, чрезмерно он стал, говорит, грешным, и чрезмерно у него сердце, говорит, черствовало. Бада залика за ним. Итак, аятам много было неспослано про него. Аллах говорит: «Иза тутла алейхи аятуна», когда ему аяты читали, он говорил: «Асатируль ауалин». Это от предыдущих сказки какие-то остались. Вот он это читает, говорит. Аллах говорит: «Санасимуху алал хуртум». Вот нос ему на нос будем ставить печать и будем держать оттуда. Почему, говорит, нос, говорит? Потому что у человека сам впереди, который видно, лицо самое почтенное место, и нос, который сам видно. Если у нас есть какая-то рана, и если покраснела, сам вот, страшный бывает. Вот поэтому Аллах говорит: «Санасимуху алал хуртум». Вот так
Аллах про него спасал этот аят. Рассказывает Ибн Исхак, что Абу Джахл и Абу Суфьян, Ахнаф бин Шарик, они однажды вышли слушать Коран, когда пророк, алейхиссалату вассалам, дома у себя молился. Каждый сел отдельно, друг друга не видят, говорит. Фабату, там же они вот домой даже не вернулись, говорит. Вот пророк, алейхиссалату вассалам, целую ночь читал Коран. Когда утро наступило, они вот начали вот разойтись. Они увидели друг друга рядом пророка, возле дома пророка, алейхиссалату вассалам. И они сказали, упрекали друг друга: вы что здесь делаете, сидите? Если кто-то вас увидит, наши молодые, которые за нами следуют, у них сомнения пойдут, и все будут проходить слушать. Они вот так между собой друг другу сказали, и вторую ночь опять пришли. Даже начало Корана. Они никогда не слышали такой речи. Настолько сладко, ночами кафири ходили слушать. Вторую ночь опять друг друга они увидели, когда утро наступило, что каждый где сидит. И третью ночь они взяли за руки, договор сделали, что больше, как мужчины, не вернется сюда. Вот кафири и шайтаны. Дай Аллах нам истинно почувствовать сладость Корана, не как эти кафири, которые слушают и не понимают. Алхамдулиллахи Раббил Аламин. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب